Перед началом официальной части встречи генеральный директор ВДНХ Сергей Шагуров провел для гостей индивидуальную экскурсию по павильону «Космос», где в интерактивном формате представлены достижения российской космонавтики. А уже в рамках встречи Сергей Шагуров рассказал об этапах масштабной реконструкции выставки как крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в России. Общая площадь комплекса ВДНХ на сегодняшний день составляет более 317 гектаров. На территории выставки расположено множество шедевров архитектуры. 49 объектов ВДНХ являются памятниками культурного наследия. Первый этап реконструкции был начат в конце 2013 года с проведения противоаварийных работ в павильонах. Сейчас идет второй этап масштабной реконструкции – благоустройство территории, создание новых зон развития и реставрация исторических павильонов. Согласно комплексной концепции развития ВДНХ, ее территория будет включать 7 зон, каждая из которых имеет свою тему, образ и смысл. В этом году было начато строительство абхазского павильона ВДНХ, который занимает 1000 квадратных метров территории выставки. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поблагодарил руководство ВДНХ за организованную встречу и выразил надежду на скорейшее завершение работ по реконструкции. Видно, какая огромная работа сделана, видны, какие объемы. Мы говорили с директором ВДНХ и со строителями, что будет объект сдан в июне-июле, то есть практически приурочен к 80-летию ВДНХ. Попадаем на такой большой праздник, стоит в достаточно хорошем очень месте. Я уверен, что он будет действительно значительную роль играть для того, чтобы мы могли пропагандировать свою культуру. Она будет играть и значительно политическую роль, потому что люди увидят нас, увидят, что такое Абхазия, зайдут внутрь, посмотрят наши достижения. Очень надеюсь, что строители выдержат свое слово, и объект будет сдан в июне-июле этого года. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц также заверил главу правительства в соблюдениях сроков сдачи объекта, отметив, что здание будет оснащено самыми современными техническими и коммуникационными системами, что позволит абхазскому павильону функционировать в полном объеме и согласно отведенным ему задачам. Ирина Аршба, Абхазское телевидение.